В Алданском районе завершилась декада родного языка и письменности. К наиболее ярким и запоминающимся мероприятиям участники и зрители отнесли фольклорные турниры, в которых знаниями устного творчества и артистизмом померились ученики всех школ. Подробнее в сюжете алданских коллег. Видеолектории, конкурсы и викторины завершились. В Алдане финишировала традиционная декада родного языка и письменности. Год от года декада охватывает все больше участников и интересантов. Ширится спектр тем. Наиболее яркими мероприятиями стали фольклорные турниры якутского, эвенкийского и русского эпосов, а также конкурсы народных танцев. Участие в таких больших мероприятиях – это большой опыт не только для взрослых, но и для детей. Потому что они набираются опыта, они начинают себя комфортно чувствовать уже на сцене, не боятся людей. Заключительной нотой декады русского языка и письменности стал конкурс сказаний русского героического эпоса. Он оказался наиболее массовым. Библиотека имени Некрасова собрала более 60 юных сказителей. Мы сделали фольклорные турниры через день, чтобы было удобно, и дети могли подготовиться, переподготовиться, потому что у нас есть много участников, которые участвуют и в эпосе Лонхо, и на былинах. Величественные былины сменялись лиричными напевами, добрые молодцы до красной девицы, богатыри ратные до колдуньи всемогущие, сойдя с книжных страниц, увлекли зрителей в многогранный трепещущий древний мир. В сказках и былинах, приговорках и баснях раскрылся широчайший спектр мотивов и образов устного народного творчества, воплощающий мудрость и духовное богатство русского народа. У нас есть театр юного зрителя, у нас есть школа искусств, и у нас есть дворец культуры, где детки занимаются, и есть возможность, чтобы они участвовали. Фольклорные турниры в рамках декады родного языка и письменности в Алданском районе проводятся второй год подряд. Организаторы с уверенностью говорят, что вокально-хореографические состязания становятся традиционными. Турниры показывают, что предания старины не забыты. Подрастающее поколение их с удовольствием изучают и рассказывают. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.